За успешное окончание курса обучения по обработке камня и базовым навыкам по реставрации средневековой каменной архитектуры вручается Нангастхоеву Мураду Исраиловичу. Первый выпускной школы каменщиков, 12 свежих специалистов, результат 4-месячной работы. Они теперь по праву могут называться настоящими мастерами. И это подтверждает полученный долгожданный билет – сертификат каменщика-реставратора. Их вручает первый заместитель председателя правительства Магомед Евлоев. Он отметил востребованность новой профессии для Ингушетии. На сегодняшний день мы выпускаем 12 квалифицированных мастеров, которые уже, по имеющейся у меня информации, у нас будут работать, пристроены. И впоследствии дальше мы будем увеличивать эту работу и выпускать новых наших мастеров. У нас много объектов, проект рассчитан на 10 лет. Школа каменщиков-реставраторов была создана благодаря договоренности главы Республики Махмуда Али Калиматова и известного предпринимателя-мецената Микаила Гуцериева. Ее цель – возродить в нашем регионе мастеров каменодельни, которые будут вносить свой вклад в дело сохранения наследия предков. Это еще один проект благотворительного фонда «Сафмар», который помогает восстанавливать разрушающиеся памятники архитектуры в горной части республики. А идея создания школы каменщиков-реставраторов возникла из-за острой нехватки квалифицированных кадров в этой области. На совещании у Микаила Саварбековича я делал доклад о ремонтных, восстановительных работах. Микаил Саварбекович говорит, нужно увеличивать темп работ. Нужно наращивать темпы работ. На что я говорю, что у нас в этой области специалистов только единиц. На самом деле 2-3 человека в этой области специалистов в республике. И за счет того, что за счет нехватки специалистов мы не можем наращивать объемы, увеличивать объемы работ. Микаил Саварбекович задумался так на 1-2 секунды и говорит, тогда мы создадим школу и будем учить людей обработке камня, то есть нужно выращивать своих специалистов. Его поддержал, эту идею Махмуд Али Макшарипович поддержал. Я созвонился с Рамзаном Султыговым, и через 2 недели была уже открыта вот эта школа наследия по обучению мастеров по обработке камня. Выпускники школы – представители разных тейпов. Так, проект предусматривает наличие в каждом роду своего индивидуального мастера, который по окончанию учебы сможет при поддержке благотворительного фонда «Сафмар» заняться реставрацией фамильного башенного комплекса. Обучал мастерству Рамзан Султыгов. Он более 25 лет реставрирует архитектурные памятники средневековой Европы. На его счету несколько десятков восстановленных каменных строений. Он реставрировал культурные сооружения в Испании, Португалии, Франции и Великобритании. ومهتي حم ياسر إلكتريشيستو ياسر تاق حمد ياسر وزينات باسر لر تحضوش يري إيشتون يعني شو داخ تون بيج باقواش محبة لرتون يموتي كواش لا يحقرا ديالرياس لو درسون ويمخ دان محمود علي مكشري بوجه Совмари президента Микаила Саварбековича Гуцериева Диалресхал Адор Масняны Хадахкара Шуанда Диалресхал Тхасидеры Тхаюхиры Халархарн Хуцлархам Бу Ажберы. Чтобы получить свои сертификаты, ученикам приходилось оттачивать свое мастерство здесь под открытым небом в любую погоду. Для обработки одного камня уходило от 1 часа до 3 суток. Вот их экзаменационные эскизы. Всего тут 10 строений на 12 человек. Это предусмотрено специалитетом. 2 учеников обучались обработке арочных конструкций. Их работы продемонстрированы на всех эскизах. Инструктор школы Рамзан Султыгов провел экскурсию для гостей. Несмотря на мрачную погоду, в школе каменщиков-реставраторов сегодня праздничная атмосфера. Песни, танцы, котел с мясом и шашлыки. Свой выпускной ребята отмечают пышно. Магомеду Султыгову уже 40 лет. Делится, что это его 3-й выпуск из учебного учреждения. Радостное ощущение,
Tasmani mentor. Занятия для учеников начались в декабре прошлого года. Пройдя инструктаж по технике безопасности, оказанию первой помощи и предотвращению аварийных ситуаций, они приступили к главным урокам – обработке камня. Инструктор каменоломни говорит, что ребята очень быстро вклинились в работу, навык по обработке схватывали на лету. Ребята у нас генетически, мы вообще все ингуши, мы генетические каменщики, да. Просто надо было у них в генах разбудить этот спящий этот фактор. И дело пошло. Они показали хорошие результаты, все ребята. Пару случаев у нас было, которые они должны были сделать пересдачу экзамена. Именно теоретические. Да? Это они справились. Здесь для обучения были созданы все условия, материалы для обработки, инструменты, проживание, питание, и все это абсолютно бесплатно. Помимо этого, ученики получали даже учебную стипендию. О такой возможности многие не могли даже мечтать. Благодаря договоренности главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова и основателя фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева все это стало возможным. Благотворительный фонд «Сафмар» и «Возрождение» поставили себе цель восстановить полностью все башни в горной части Ингушетии, а их примерно сегодня 2600 башен, плюс-минус. То есть это огромный фронт работы, финансовую часть и финансовую помощь. И все эти работы проводятся за счет, повторюсь, благотворительного фонда «Возрождение» и благотворительного фонда «Сафмар». Поэтому мы сегодня проблема то, что у нас была нехватка специалистов для этих работ, да, то есть мы открытием этой школы, то есть закрываем эту проблему. То есть в дальнейшем у нас не будет проблем в специалистах в этой области. Созданные Микаилом Гуцериевым фонды «Сафмар» и «Возрождение» реализуют в Ингушетии значимые проекты в области культуры, образования, здравоохранения, развития информационных технологий в сфере сохранения объектов культурного наследия. При поддержке мецената сегодня проводится реконструкция башенных комплексов Джайрахского района, а эта масштабная программа рассчитана более чем на 10 лет, что автоматически на этот срок предоставляет нашим выпускникам работу на ближайшее время. Уже через несколько дней каменоломню заполнят новые ученики по обработке камня, а значит, прежние мастера приступят к восстановлению башенного комплекса Пуй. Адам Гулоев, Муслим Арчаков, Магаз 24.